пророк, саллаллаху алейхи вассалям, из ценного и полезного донес до нас, хотел бы раскрыть суть слов «Ассаляму алейкум». То есть почему мы говорим именно «Ассаляму алейкум». В чем смысл этих слов? Слово «Ассалям», как вы знаете, это мир. Есть еще значение «Ассалям», чтобы не было какого-либо беспокойствия, что не было какого-либо вреда. И когда ты говоришь «Ассаляму алейкум» другому человеку при встрече, это как будто бы я обращаюсь к Аллаху, прося у Аллаха для вот этого человека сохранности. То есть как будто бы я говорю: «О Аллах, я сказал ассаляму алейкум этому человеку, тем самым дав ему понять, что в течение всего времени, которое я буду находиться с этим человеком, я его не обижу, я ему не наврежу. Он не получит никакого вреда от меня». Вот суть слов «Ассаляму алейкум». И как вы знаете, что когда прощаешься, тоже же говоришь «Ассаляму алейкум». Отвечаешь «Ва алейкум ассалям». Это говорит о чем? О том, что даже после расставания ты, о мой брат или моя сестра, не беспокойся, потому что твою честь я сохраню даже в твое отсутствие. То есть религия уже в своей основе учит тому, чтобы ты не навредил своему брату или своей сестре. А вред может быть нанесен не только физически, но и может быть языком. Вот эта обида будет сохраняться у человека куда дольше или больше в сердце, чем, например, когда один человек ударил другого, у него синяк, и вот этот болезненный шок, боль проходит, синяк тоже проходит, а вот слово, оно может настолько сильно ранить сердце человека, что человек уже всю оставшуюся жизнь не захочет с этим человеком общаться или видеться. Поэтому очень важно всегда говорить только те слова, которые не обидят другого человека. Таким был наш любимый пророк, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что он научил людей культуре, поведению, хотя при этом он не умел читать и не умел писать. Обычно мы, когда видим человека, который не умеет читать, писать, он безграмотный, зачастую бывает бескультурный. А здесь, получается, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он не умел читать, не умел писать, но его речь была настолько красноречивой, правильной с точки зрения арабского языка, что даже поэты, которые могли часами общаться стихами, они заслушивались, слушая речь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, передал и донес до людей откровение от Создателя, и там нормы поведения, а также как нужно правильно вести себя в обществе, как нужно правильно воспитывать детей, относиться к родителям, как относиться к мусульманам, как относиться к немусульманам, как сделать так, чтобы не навредить никому, как относиться к животным, как относиться к окружающему миру. Это все есть в религии, потому что религия, она охватывает все вопросы. Некоторые думают, что религия это только намаз, пост, закят и хадж. А на самом-то деле, если взять, например, пророка Адама, он считается первым человеком, первым пророком, который донес законы Бога до людей. А люди были в тот момент, это его дети. Его жена и его дети. Помимо того, что он их научил
знанием того, как нужно верить в Создателя, он еще их научил тому, как чеканить монеты, как изготавливать монеты из золота и серебра. Что нужно делать с растениями для того, чтобы получить новый урожай? Что нужно собирать зерна, потом сажать, и будет новый урожай. То есть это все он учил. Орудие труда, которое необходимо для того, чтобы выкапывать, например, то, что выросло. И также строить как дом. Это все было в знании у пророка Адама. Помимо того, что он учил намазу, в то время тоже было обхождение вокруг Каабы, он еще и научил этому. Но, естественно, кто-то увлекся, скажем так, этой землей. Увлекся тем, что он может добиться больших успехов, если будет много взращивать растительности. Кто-то увлекся и забыл про законы Бога и соблюдения. И там же у Адама был Кабиль и Габиль, 2 сына. Он их учил тому, чтобы они друг другу помогали, заботились, тем более они родные братья. А в религии вообще все мы, если так посмотреть, люди из разных национальностей, они же все братья и сестры, если так посмотреть. Они все от Адама и Хауа, Ева. Все. Но просто люди разделились. И сейчас больше пытаются разделить. Некоторые даже татаров разделяют на мещари, такие. Хотя это один народ. Или вот, например, чеченцы, ингуши. Это один народ, но их разделяют. У арабов. Но если так посмотреть, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал, что есть 2 национальности. Это верующий человек и неверующий. То есть человек не может быть унижен только из-за того, что у него такая национальность. Или наоборот, возвышен только из-за национальности. Униженным может быть человек по причине его поступков, так и наоборот. Если ты будешь относиться благородно, с мудростью, с мягкостью, помогай другим людям, то ты возвысишься в лице других людей. А если ты наоборот будешь каждого упрекать, делать замечания, ругать и оскорблять, потому что тот не такой, каким бы ты его хотел делать. Ты их пытаешься его подстроить под себя. А нужно сказать, а ты идеальный? Ты идеальный человек, на которого все равняются? На кого все равняются? На пророков. На пророка Мухаммада. Он стал известен не деньгами. Видео тогда не было. Не деньгами, а своими поступками он стал известен во весь мир. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, даже когда его хотели убить, он не хотел им отвечать тем же. Когда один из язычников, было 2 ситуации, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отдыхал под тенью дерева, и сподвижники тоже взяли дерево какое-то, и там они, прислонившись, отдыхали под тенью его. И один язычник незаметно пробрался к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и там был меч, который висел на ветви. Он взял этот меч, направил на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «И кто тебя убережет от меня?» И он ему сказал: «Аллах». У этого человека меч из руки выпал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял этот меч и сказал, направив на него: «А кто тебя убережет от меня и сохранит и защитит?» Он сказал: «Будь лучше, чем тот, который тебя угнетал». Пророк ему сказал, саллаллаху алейхи вассалям: «Засвидетельствуй о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха. Скажи эти слова». Он сказал: «Нет». Но с этого самого момента
я никогда не буду идти против тебя, воевать против тебя, и буду, наоборот, отговаривать людей от того, чтобы они шли против тебя. И он сказал сподвижникам: отпустите его, чтобы они его не тронули. И когда он вернулся к другим язычникам, и они сказали: а ты где находился такое время? Куда ты пропал? Он сказал: я был у самого лучшего из людей. Этот человек, не уверовав в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, понял, что этот человек, несмотря на то, что он другой религии, он внушает доверие, и от него нету опасности, от него нету вреда ни для кого. В то время как, когда он находился среди язычников, он понимал, что они могут ему сами навредить, если вдруг что-то им не понравится. Поэтому очень важно брать пример самого лучшего из людей. Не с актеров, не с всяких спортсменов, а именно с того человека, который научил людей культуре и нравственности и спас многих людей от вечного нахождения в аду. Потому что благодаря тому, что он донес вот эти знания, сколько людей уверовали. А ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, не пришел с новой религией. Он что сказал о пророке Иисусе? Он сказал: он близок ко мне, так как между ним и мной другого пророка не было. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал также? Он сказал: все пророки, они братья по вере. Религия у них одна, но законы отличались. Что означает законы отличались? Например, во время пророка Адама выполняли один намаз в сутки, одну молитву. Во времена пророка Муса передается, что было время, когда было повелено 50 намазов в сутки выполнять. Во времена пророка Иса, Иисуса, было повелено выполнять 2 намаза в сутки, а мы выполняем 5 намазов в сутки. Потом во времена пророка Адама, так как не было, кроме родных братьев и сестер, не было никого, было разрешено заключать акт бракосочетания, но не между единоутробными. То есть, например, один из одной пары, мальчик-девочка, когда они рождались вместе, у Хауи, Евы, они вместе сойтись не могли в браке. Но вот из другой пары они уже могли взять, например, в жены сестру. Она родная, но не единоутробная. Потом, когда уже появились двоюродные братья и сестры, был уже ниспослан второй пророк после смерти пророка Адама. И это был его сын. Его звали Шис. И в его время уже запрещалось на родном брате или сестре заключать акт бракосочетания, даже если они не единоутробные. В те времена раньше постились не в месяц Рамадан, а мы постимся именно в месяц Рамадан. В те времена раньше скульптуры можно было делать, но не поклоняться им. Но по шариату пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сейчас это нельзя. В те времена разрешалось делать земной поклон в качестве уважения человеку, который имеет высокий статус. Земной поклон в качестве приветствия. Когда был создан пророк Адам, Аллах повелел сделать земной поклон всем ангелам, и они все сделали. Но вы знаете, что среди ангелов был один джин, который был не мусульманином на тот момент, а не мусульманин джин
его называют по-арабски шайтан, по-русски дьявол. Когда он впал в неверие, он начал называться шайтаном. А до этого он был таким же мусульманином, поклонялся Аллаху, но был не ангелом, был джинном, но мусульманином. Но он из-за зависти к пророку Адаму и в дальнейшем из-за высокомерия воспротивился повелению Аллаха и был изгнан из рая. И Аллах его проклял. Проклятие над этим шайтаном, который уже в дальнейшем все его потомство призывает к тому, чтобы вредить людям, побуждая их к тому, чтобы они ослушивались Аллаха. Так вот, законы во времена пророков и посланников, они могли отличаться. Но вера у них была одна. Отличие было только в том, что они на разных языках общались. Передается в одном изречении, что среди пророков было только 4 пророка араба. Это наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Потом был во времена пророка Мусы, он тоже пророк, но он из евреев по национальности, но он не был иудеем. Он был евреем, но не иудей. И он даже встретился с пророком-арабом того времени. Город Мадьян, когда он уходил от фараона, который хотел его убить, он прибыл в местность Мадьян, где жил пророк Шуайб. Это пророк-араб, который жил во времена пророка Муса. И он там повстречался с 2 дочерьми пророка Шуайба. И в дальнейшем он взял одну из его дочерей в жены. До этого были еще другие пророки. Был пророк Гуд. И был еще пророк такой Салих. То есть только 4 пророка араба. И самый последний из них это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Его также называли Ахмад. Сам пророк Иисус, он сказал его сподвижникам, что после меня явится пророк по имени Ахмад. Уверуйте в него и следуйте за ним. Об этом сказано в Коране. То есть пророк Иса не имел другой религии. Он сам сказал, чтобы уверовали в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда приближалось время появления на свет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, люди начали называть детей именем Мухаммада. Но именем Ахмада никого не называли. Некоторые говорили, историки, что было где-то 6 человек, кого назвали таким именем. Кто-то сказал, их было 10. А когда появился на свет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и когда он уже стал пророком в 40 лет, и начал обучать, и он сказал, среди его имен, он говорил, «Ана Мухаммад, ва ана Ахмад». «Я Мухаммад, и я Ахмад». То есть он сказал, что одно из его имен это Ахмад. А что означает Ахмад? Самый благодарный человек среди всех. А Мухаммад это самый восхваляемый человек среди всех. То есть сам пророк Мухаммад, он обладал таким качеством, что он был благородным в отношении людей. Поэтому он так и назывался Мухаммадом и Ахмадом, потому что очень много пользы принес для людей. И не как говорят некоторые, что якобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женщину унизил. Нет. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он уделял внимание его женам особенное.
И его жены стали матерями верующих. Они стали теми, кто обучал сподвижников. Одна из его жен, которую звали Аиша, она достигла высокой степени учености, что после смерти пророка Мухаммада те люди, которые слышали наставления Абу Бакра, Умара, Усмана, Али и других, и когда слышали наставления Аиши, они говорили, некоторые, что не слышали более приятного наставления, имеется в виду, как красноречиво, мудро преподносила она эти знания, которые оставил пророк, как Аиша. Это некоторые из тех, которые получали знания от сподвижников пророка, их называют таби'ин. То есть женщина в религии ислам, она занимает такую ступень, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в то время, когда у арабов было принято, у язычников, когда рождалась девочка, они ее заживо закапывали. А кто оставлял ее живой, вся семья была опозоренной. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что тот человек, который смог воспитать 2 девочек, дочерей, и потом их передать в надежные руки, чтобы они вышли замуж, то этот человек достоин рая. Не 2 мальчиков, а 2 девочек. Это говорит о чем? О том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не унижал ни одну из женщин. А наоборот, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, он даже когда выполнял намаз, когда слышал, что ребенок маленький заплакал, а в те времена, вы знаете, мечети, они были такие скромные, не было каких-либо украшений, не было ковров. И там женщины вставали позади мужчин. Не было каких-то штор, ограждений. Это потом начали делать ограждения. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые не могут справиться с искушениями, чтобы не попали в те или иные грехи, поэтому разделяли. А так, когда они выполняли намаз, сначала мужчины выполняли, потом женщины. И когда он слышал, как ребенок плачет, он, обычно пророк, любил же читать Коран. И он, услышав плач ребенка, чтобы не затягивать с намазом, выполнял его, не читая длинные суры, так, чтобы он не затянул с выполнением намаза, и при завершении намаза, чтобы мать поскорее поспешила к младенцу. То есть, смилостивившись в отношении женщины и в отношении младенца во время намаза, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, когда также однажды пришел один человек к нему, у него было черствое сердце. Он говорит, у меня много есть детей, он говорит, но я их никогда не обнимал, никогда не целовал. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, дал совет, чтобы относились с милостью в отношении тех, кто бедные, помогал им, а в отношении сирот, чтобы он гладил их по голове. Почему? Потому что вот этот контакт в отношении ребенка, когда ты его трогаешь, то твоим рукам становится приятней, и твое сердце, оно смягчается. Вот, например, у кого ребенка не было, и он детей не трогал, он чуть-чуть грубоват. Но когда он потрогает ребеночка, даже если это очень сильный мужчина, физически здоровый, крепкий, то вы увидите, как он нежно держит ребенка. И это происходит за счет чего? За счет того, что он касается детей. За счет того, что он обнимает. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тоже целовал детей. Это говорит о чем? О том, что
очень важно, тем более, если это одна семья, чтобы родители не забывали о своих детях. И дети о своих родителях. А здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже чужих детей целовал. Вот таким был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который пришел с религией, чтобы обучить людей не только вопросам, как намаз выполнять, как поститься, как совершать хадж, как выплачивать закят, но еще обучил людей правильному поведению. Даже когда кто-то приходил за помощью к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и у пророка не было возможности ему помочь, он говорил: возьми у того человека в долг за счет меня, и я верну ему сам. То есть у тебя есть нужда в деньгах, возьми в долг на мой счет, то есть за счет моего имени, чтобы я его сам закрыл. Хотя сам, получается, не мог помочь, но брал в долг для того, чтобы помогать другим людям. И таким был пророк, этому учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он даже сказал такие прекрасные слова. Он сказал: помоги угнетенному и помоги угнетателю. Сподвижники сказали: о посланник Аллаха, помочь угнетенному, мы это понимаем, защитить от вреда. А как помочь можно угнетателю? Он сказал: предотвратить вред, который исходит от него. То есть не допустить, чтобы он навредил кому-то еще раз. Вот что означает помочь ему. Потому что когда он вредит другим, он все равно вредит самому себе. Поэтому очень важно, чтобы человек, он работал над своей культурой и нравственностью. И хотел бы вернуться к тому, что так как здесь собрались татары, мы должны помнить о своем прошлом. И наше прошлое, оно тесно, естественно, связано с религией. И многие традиции, они взяты из религии. И в прошлом наши предки, они были очень знающие, очень мудрые, и они достигли высокой степени познания. Даже их труды стали известны в разных местах. Я когда был в Башкортостане, мы побывали в городе Нефтекамск. Там есть село, называется Туртык. Там стоит мечеть, построенная из лиственницы, и медресе. Там захоронен святой, его имя, он был где-то 100 лет тому назад, его имя Мухаммад Мукаим. Мне сказали, что когда был пожар и все село сгорело, мечеть и это медресе не сгорели. И когда, что самое поразительное, строится из лиственницы, это такое дерево, что даже когда дождь идет, это дерево становится еще более крепким. Представляете себе, что это дерево становится еще более крепким. А когда я зашел на кладбище, увидел могилу, там очень грамотно, можно сказать, в такой глубинке. Там только, когда я был, дорогу делали в это село. Там уже практически никого не осталось, все уехали из этого села. И вот эта могила, там вот надгробный камень, по-арабски очень красиво написано, правильно, что это могила такого человека, который имеет такую степень, который имел знание об Аллахе, то есть он имел знание о Создателе, правильно верил в Него, так как вы сами знаете, что верить в Создателя нужно не в картинки, не в статуэтки, не представлять себе что-то, а верить, что Создатель ни на кого и ни на что не похож. Так вот, там сказано, это степень того, кто имеет знание об Аллахе, кто
постоянно пребывает в упоминании Аллаха, и тот, который с состраданием относится к созданиям Аллаха. И еще есть другие примеры, как мне старшее поколение рассказывали о том, какие были люди в те времена, какие порой невероятные вещи с ними происходили за счет их святости. Потому что на самом деле они имели очень глубокие знания по религии, что даже в других местностях, вот, например, наверное, слышали Зейнуллах Расули. Это святой, который захоронен в Троицке. Из Европы одна принцесса приезжала к нему, чтобы лечиться. Он мадресе построил, он маулид читал, восхваляя Аллаха. Накшабандийский тарикат, кто знает, что такое вообще тарикат, распространял. И он тот человек, который помогал людям исцеляться. У него были ученики даже из Дагестана, святые. Они вернулись в Дагестан и даже в честь его имени построили там мечеть. То есть наследие у татаров, оно очень богатое, но нужно об этом помнить. А раньше письменность какая была? Арабской. А мы должны что? Научиться арабскому и свой язык знать. И тогда ты сможешь читать старые книги на старо-татарском языке. Потому что когда-то они все были с арабскими буквами, но на татарском языке.